Война между Золотой Ордой и государством Тимура, начавшаяся в 1385 году, шла переменным успехом. Тимуру удалось перенести ее глубоко на территорию Золотоордынского государства. О причинах противостояния Токтамыша с Тимуром, о ходе войны, о самой битве на реке Кундурчи и о политических моментах этого периода золотоордынской истории мы уже писали не раз. В последнее время интерес к этой тематике активно начали проявлять самарские краеведы, благодаря усилиям которых к теме подключились самарские и казанские археологи и историки, в том числе и мы. Учитывая значение этого грандиозного события для татарской истории, для Среднего Поволжья и конкретно для Самарской области, возник вопрос о более детальном обследовании маршрута обоих войск, о месте ставок Токтамыша и Тимура и конкретно о месте самой битвы. Планы по изучению места сражений с помощью новых технологий и археологических исследований, безусловно, должны опираться на серьезный анализ источников, описывающих это грандиозное событие. В наших многочисленных работах по данной теме мы уже останавливались на этих вопросах, однако именно конкретной привязки места сражений с указанием современных населенных пунктов мы не делали. Общение с самарскими краеведами, погруженными достаточно глубоко в тематику, заставило нас заново вернуться к этому вопросу и рассмотреть данные письменных источников и предложить свое видение по озвученным выше вопросам. Важный нюанс – это маршрут войск Тимура, состоящий из пути вверх до Улытау и потом движения в западном направлении с перемещением на северное направление. Безусловно, такой маршрут был принят для скрытия вторжения Тимура на территорию Золотоордынского государства. Рассмотрение нахождения Тимура на Улытауе и проведение им языческого обряда уже становилось объектом исследования казахстанских коллег. Конечно, здесь речь идет о суевериях чагатайских воинов, а не вовсе якобы дань уважения праху Джуши, о чем иногда пишут некоторые любители. Здесь, безусловно, для нас важны данные так называемой карасакпайской надписи, к прочтению которого до сих пор есть вопросы. Однако основное содержание этого так называемого послания понятен. В ней Тимур объявляет о цели похода и о количестве своих войск. Необходимо учитывать, что некоторые расчеты современных любителей, которые привлекают прежде всего западноевропейские подсчеты воинов на количество населения, не совсем подходят для так называемых восточных армий, которые формировались совершенно по другим параметрам. А учитывая, что в битве участвовали ополчения и собирали войска, я цитирую источник, по новым числам, то есть учитывая степень опасности вторжения врага, вооружали всех, кого могли, то, конечно же, речь идет об экстраординарности события. Даже русские летописи отмечают, что Тимур, сеяше просто за 6 месяцев, еже прокормите толикое множество воинства. Безусловно, подсчеты должны учитывать все эти нюансы. Утверждение, что якобы на площади перед Улутауом могут вмещаться только определенное количество войск, также не могут быть приняты полностью во внимание, так как не все войско находилось на одном участке. Армия Тимура двигалась на огромном пространстве, также следуя походному построению войска, когда кулы флангов и центра двигались от некоторого расстояния между собой, а не прямо вслед корпус за корпусом. Даже в современных условиях движение войск происходит несколькими колоннами, а не сплошным маршем, что говорится плеча к плечу, как на параде. В своей книге мы писали, что доверяем данным карасакпайской надписи 300 тысяч воинов, хотя это была правка моего научного руководителя, и я далее не стал ее пересматривать. Сейчас также называть какую-то конкретную цифру достаточно затруднительно. Учитывая известные мне данные и понимание темы, могу предположить только, что речь все же идет о десятках тысяч воинов. Думаем, что армия Тимура могла состоять до 50 тысяч воинов. У Туктамыша на Кундурчикском сражении должно было быть меньше, но не менее 30 тысяч. Конечно, все эти цифры условные и вполне дискутируемые. Надеемся, что у будущих исследователей найдутся другие возможности и данные, которые помогут конкретизировать этот вопрос. А пока мы все вынуждены оперировать рассуждениями на основе специфических данных и современного уровня понимания исторических процессов прошлого. Второе утверждение, что степь не прокормит такое количество лошадей, также далеки от истины и от реальных знаний степного биомира. Во-первых, весной и начало лета в условиях достаточной влажности трава растет безостановочно и восполняется за 3-4 дня. Во-вторых, движение не происходит вплотную, не вся трава съедается и затаптывается. Также необходимо учитывать, что кормежка происходит в основном при движении во время ночных стоянок, что еще больше помогает реанимировать степь. Такие расчеты являются сами весьма условными и не могут ответить на все эти вопросы, ответы на которые могут дать только комплексные исследования.
Учитывая, что Тимур в основном двигался по мезоксерофильным степям, то есть луговым и разнотравным, проблема с подножным кормом у него не было, иначе он и не смог бы пересечь всю степь. Да и источники сообщают только о проблемах с водой, из-за чего страдали кони. Время похода было рассчитано согласно временам года. Тимур выбрал время, когда степь как раз может прокормить огромное количество скота. Выгорание степной растительности начинается только в июне, и пик засушливости приходит на июль-август. Судя по срокам похода, видим, что этот нюанс полководцы Тимура учли и использовали в полную меру. Их желание как можно скорее остановить Туктамыша и сразиться, по нашему мнению, также исходило из этих расчетов. В принципе, они как раз и попали в эти временные рамки, хотя, скорее всего, планировали сразиться раньше 18 июня и не так близко к Волге. Еще один нюанс – это сам ход войны и вторжение войск Тимура на территорию Золотой Орды. Как известно, к концу 1390 года Тамерлан подошел вплотную к границам Золотой Орды на Кавказе и взял под свой контроль Дербент. Такая ситуация, естественно, заставила Туктамыша сконцентрировать воинские силы на Кавказском фронте и самому находиться в столичном Улусе. По свидетельствам тимуридских авторов, Тамерлан в этот поход готовился с особой тщательностью. Подготовка началась как минимум за полгода. По свидетельству Абдуразака Самарканди, Тимур приказал своим адъютантам собирать войска по прежнему и новому числу. Мирхон сообщает, что Тимур дал приказ, чтобы войска занялись по старым и новым обычаям, продовольствием и провизией на год. Эти свидетельства говорят, что обычное количество постоянно воюющего войска Тимура было увеличено именно для этого похода. Также красной нитью проходит упоминание о сторонниках этого вторжения из Золотой Орды, которые спланировали и координировали свои действия с Тимуром, и в итоге стали главной причиной поражения Туктамыша. По свидетельству Ибн Арабшаха и Мустафы ибн Хасана, эмир Идыгей своими призывами и умолениями к Тимуру добился организации этого похода. О конкретных договоренностях Тимура с золотоордынскими заговорщиками, как нам остается только гадать, однако, безусловно, главной целью было свержение Туктамыш-хана. Думаю, как раз именно вокруг этого вопроса стороны и нашли взаимопонимание. Хотя противники Туктамыша из числа золотоордынских элит и Тимур преследовали разные цели, но на данный момент их цели должны были совпасть и быть обоим сторонам выгодными. Так как мы знаем, что противники Туктамыша в дальнейшем быстро дистанцировались от Тимура, в своей работе мы уже писали, что между Туктамышем и Тимуром были и личные неприязненные отношения. Думаю, этим объясняется и принятие Тамерланом предложения противника Туктамыша о совместных действиях. Туктамыш в своем письме Ягайло сообщает, что Тимур поверил их лживым речам, веруя в лукавое сердце, и такой же язык их пришел тайно. Пока Тимур готовился к вторжению на территорию Золотой Орды, Туктамыш после попытки переворота, устроенного его родичем Бекбулатом, решил выйти из войны. Уже в самом начале 1391 года он отправил посла с предложением мира. После совещания с эмирами и, безусловно, с противниками Туктамыша из Сарая было решено продолжить поход, а посол был оставлен в лагере Тимура в качестве проводника. Но для дезинформации, чтобы Туктамыш не обнаружил вторжение врага, был отправлен ответ: пусть пошлет навстречу нам Алибека, чтобы мы, устроив совещание, совместно с эмирами выполнили то, что будет нужно. Поход Тимура начался в январе 1391 года. По данным Мирхонда и Шарафиддина Езди 19 января, а по данным Низамеддина Шами 22 января. Войска Тимура двигались быстрым маршем. Туктамыш, ждавший ответ своего посла, узнал о вторжении уже когда войско Тимура вовсю двигалось по золотоордынской территории. Весть о вторжении врага принесли два нукера и Дыгея. Хоть источники и сообщают, что Туктамыш тотчас же дал знать во все стороны, собрал войско правого и левого крыла, однако он мог собрать только готовые воинские подразделения не со всей территории. Очень мало времени для сбора было у беков левого крыла, поэтому их участие было минимальным. В таких условиях они должны были принять несколько планов по противодействию Тимуру и сбору войска за максимально короткий срок. Вот почему разведчики и караульные отряды показывались ежедневно и не давали расслабиться противнику. Плюс к этому татары оставляли многочисленные костры, показывая, что впереди Тимура находится многочисленное войско. Они также разжигали траву, но была весна, и это было малодейственно. Эти отряды как раз и были, скорее всего, войска левого крыла, которые завлекали врага к реке Яик, к известным переправам. Конечно же, все это делалось с целью выиграть время для сбора войска, чтобы завлечь врага глубже на территорию Золотой Орды. Из-за того, что Тимуру удалось использовать в какой-то мере фактор внезапности и скрыть от Туктамыша свое вторжение, ему удалось навязать свою тактику по ведению войны.
Оставалось определиться с выбором места сражения, так как Токтамыш не успел собрать все свои войска, ему нужно было выиграть время и держать врага на расстоянии. Отсюда и попытка Токтамыша напасть на чагатайцев во время его переправы через большой переправы реки Яик. Скорее всего, весть о вторжении Тимура Токтамышу принесли тогда, когда Тимур уже настиг Лутова. Токтамыш находился в это время с большой вероятностью в столице. После получения вести ему надо было преодолеть большие расстояния и переправиться на левобережье Волги, или низовьях Волги, или же на Укекской переправе и организовать засады на реке Яик, куда и должны были прийти войска со всех концов областей Золотой Орды. Вынужденная остановка и принятие боя на Кундурще говорит о том, что Токтамыш не смог собрать достаточное количество войска. Безусловно, на правобережье Волги еще продолжали собираться новые отряды, и после поражения переправы Волга Токтамыш опирался на них. Тимур не рискнул переправиться через Волгу, а вот Токтамыш, благодаря наличию войска, за очень короткое время сумел заново вернуть Сарай и захватить Бекбулата, под началом которого, несомненно, были немалые силы. Также нужно учитывать, что битва закончилась отступлением Токтамыша и тактическим поражением в сражении, но не разгромом. Если смотреть, как описывается сражение 1391 и 1395 годов, то можно заметить одну деталь, в отличие от битвы 1395 года, описанного достаточно детально. Кундурщинское сражение в описании панигеристов Тимура скудно детали. Также панигеристы замалчивают тему предательства некоторых военачальников Токтамыша и уход Бекбулата с большой частью войска правого крыла, что и решило исход битвы. По описанию Будака Казвини видно, что Токтамыш начал стремительную атаку и скоро вышел на тыл врага. Натянув уздечку коня, обрушился на тысячи Сулдуза, опрокинул эту громаду, покрыв ее градом стрел. Затем он с отрядом храбрецов занял позицию за армией монарха. Эмир Тимур Куркан сразу же обрушился на Токтамыш-хана со всеми войсками, которые следовали за его победным стременем. И этот хан, как только увидел этот маневр монарха, подобно Рустаму, почувствовал, как дрогнули его ноги и бросился в долину бегства. Если сюда добавить и данные письма Токтамыша, то получается, что после того, как постоянно отступающая армия Токтамыша, который избрал тактику завлечь врага как можно глубже на свою территорию и тем самым навязать место сражения, удалось остановить и заставить принять бой. Стороны стали против друг друга. После начала военных маневров часть фланговых корпусов татар ушли с поля боя, из-за чего Токтамыш был вынужден отступить за Волгу. Его отступающие войска враг преследовал до Волги и, возможно, часть уничтожила. А сообщение о том, что позже они взяли в плен тех, кто прятался в островах, это, скорее всего, остатки верных частей фланговых корпусов правой руки, которые, видя уход части войска, отступление центра, спрятались на берегу Волги, где крутые берега, и невозможно было переправиться вплавь. Учитывая, что главный предатель Бекбулат, который был одним из командиров правого крыла, покинул поле битвы и направился в столицу, надо полагать, основная часть корпусов именно правого крыла и была в сговоре с Тимуром. Корпуса левого крыла легко могли уйти на север, на безопасное место вверх по реке Кундурще или в Болгар, или занять оборону этого важного города. Также они могли уйти в обход армии Тимура в Сарайка за Бекбулатом или же в восточном направлении. К сожалению, на этот счет у нас нет информации. Если только о них не говорит в своей книге Халасат ал-Ахбар Хандемир. Весь Улус-Жуши хана, побежденный и рассеянный, растворился в равнине и степи. Как известно, Токтамыш смог переправиться на правый берег Волги. По нашему мнению, отступление татар было в северо-западном направлении, и переход через Волгу был в районе строящегося моста около села Климовка, где левый и правый берег Волги наиболее удобен. Учитывая ландшафт берега Волги, что было очень важно для выбора места перехода и необходимую удаленность от места битвы, чтобы осуществить переправу, на наш взгляд, это наиболее подходящее место переправы Токтамыша и уцелевших его воинов. Необходимо учитывать, что Тимур не стал переправляться через Волгу, что говорит о том, что это было крайне опасно для него и что переправы охранялись. Его некоторая задержка по сообщению источников на 26 дней на равнине Уртубе, скорее всего, в низовьях правобережья реки Сок, так как источники сообщают, что он после преследования Токтамыша вернулся на равнину Уртубе, где он остановился лагерем. Армия разбила лагерь на берегу Волги и в долине Уртубе. На этом месте, скорее всего, связано с тем, чтобы не допустить возможного нападения на него Токтамыша с новой армией. Ну и дать войску возможность ограбить близлежащие населенные пункты и запастись провизией для обратной дороги. Токтамыш
безусловно, должен был оставлять некоторые воинские подразделения для охраны возможных переправ через Волгу. Также часть войска, которая не успела к месту сражения, должна была быть близко и собраться на правом берегу, недалеко от войск Тимура. Учитывая, что Булгарский улус был одним из наиболее густонаселенных и развитых центров страны, у Туктамыша рядом были серьезные ресурсы для пополнения вооружения. Разнообразный ландшафт, лесные массивы – все это учитывалось сторонами и стало причиной, почему битва по сути закончилась ни с чем, и через несколько лет понадобилось новое вторжение на территорию Золотой Орды. Кроме этих вышеозвученных аспектов, есть еще масса других вопросов, начиная от профессионализма, мотивации, вооружения, тактических приемов, стратегий, темы, предательства и тому подобных вопросов, на которые нельзя отвечать просто рассуждениями и современными расчетами. Для определения многих моментов войны и битвы нам нужно очень хорошо уметь читать источники. Конечно же, речь идет о прочтении на основе источниковедческих методик, их беспристрастного анализа и коррелирования с неписьменными данными. Надо сказать, что по неписьменным данным мы пока тоже не можем утверждать, что поставленные вопросы изучены хоть как-то. Все это дело будущего. Источники, описывающие события этого противостояния, отчетливо показывают, что Туктамыш хоть и прекратил политическую смуту, но раскол элит был глубоким. Вся эта группа, которая объединилась вокруг Туктамыша, продолжала грызться между собой. Это мы видим и до войны, и даже во время сражения, что в 1391, что в 1395 году. Причина войны отчетливо высказана в официальных документах Золотой Орды. Отправив впредь человека по имени Дикгия, послали без моего веда к Тимирю. По тому требованию он выступил. Так описывает эти события сам Туктамыш-хан в письме Агайле. Изучив политическую историю периода Туктамыша, мы можем констатировать, заявление Туктамыша соответствует действительности и помогает определить главных зачинщиков и причину поражения в битве. Сражение произошло 18 июня 1391 года. С начала битвы инициатива была взята Туктамышем, войско которого с обоих флангов окружило врага и вышло к нему в тыл, вызвав расстройство в армии Тимура. Но предательство военачальников изменило все планы Туктамыша. Полководцы, участвовавшие в заговоре, командовали фланговыми корпусами. После окружения ими врага отступили. Соединения, оставшиеся верными, были растянуты. Стороны использовали ландшафт в своих тактиках. Учитывая, что Туктамыш устроил засады на всех трех переправах на реке Яик, он как раз хотел напасть во время вынужденных маневров врага, а переход реки всегда есть сложный и во всех отношениях действия. Возможно, после Яика Туктамыш планировал дать бой именно во время переправы врагом в Волге. К сожалению, источники местом сражения называют только Кундуршу. Как сообщает один из главных источников Низам-ад-Дин Шами, 15 Раджава в местности Кундурша произошла Великая битва. Учитывая огромное количество войска и военные маневры, речь, конечно же, идет о достаточно большом участке в десятки километров. Для ставок полководцев нужны возвышенности, позволяющие хорошо просматривать огромные пространства и возможность разместить близкой к лагерю арьергард. Учитывая, что в битве использовалась в основном конница, то между ставками должна быть и открытая местность, позволяющая использовать эту конницу. Особенно это важно было для корпусов с центра. Отталкиваясь от этих условий и сообщений письменных источников, предполагается, что Кундурчинское сражение могло произойти в междуречии Сок и Кундурча или же между Кундурча и Волгой. Учитывая информацию, что часть отступающего войска татар не смогла переправиться через Волгу и пыталась спастись на островах, конечно же, вверх от падения реки Сок в Волгу, то надо полагать, что правое крыло войска татар должна была контролировать пространство между Кундурчой и Волгой. После атаки фланговых корпусов большая часть войска правого крыла ушла, переправившись через реку Сок, который после этого под контроль взял войско чагатайцев и закрыл путь отступлению неверным Туктамышу корпусам, вынудив их выйти к Волге и прятаться на островах. На наш взгляд, самой удобной для лагеря Тимура является местность вблизи слияния рек Сок и Кундурча. Отсюда можно управлять войском, используя и естественные природные преграды, и есть открытые пространства, где можно разместить арьергард. С началом битвы Тимур мог переместиться в правобережье Кундурчи и занять возвышенность западнее современного села Екатериновка. Что касается лагеря Туктамыша, то она могла находиться между деревнями Сергеевка и Старый Буян, но Туктамыш мог перемещаться на несколько мест, так как он начал первую атаку и в дальнейшем провел несколько маневров, в том числе после ухода правого крыла с места битвы, организовал отход и переправу своего войска. Само столкновение корпусов центра обоих войск, скорее всего, происходило на правобережье Кундурчи, на поле около современного села Екатериновка.
Но, конечно, конечную точку ставить сложно, так как столкновения были на нескольких местах. Безусловно, части правого крыла также дали бой. Что касается левого крыла, то, скорее всего, и там было сражение, но все же основная битва происходила между корпусами центра. Источники как раз и сообщают о битве центральных корпусов и о контратаке центра и обоих флангов войска чагатайцев центра армии Туктамыша, что говорит о том, что фланги войска татар не представляли для них угрозу. Верные фланговые корпуса Туктамыша, которые вышли в тыл врага, уже легко могли сдерживать войска из арьергарда Тимура. Также бой должен был быть вместе переправы на Волге. Армия Тимура состояла из самостоятельных корпусов, действующих автономно. Фланговые авангарды и арьергард его армии организовали хорошую оборону, а весь центр, правое и левое крыло ударили в центр армии Туктамыша. Видя предательство фланговых корпусов, Туктамыш решает оставить поле боя и отступает к Волге и переправляет частью своего войска. Прежде всего с ханом должны были уйти корпуса центра. По сообщению Шарафиддина Язди, после отступления Туктамыша, Тимур, выбрав затем из всего войска по 7 человек из 10, он отправил в погоню за обреченными на смерть беглецами. Они, согласно приказанию, двинулись по пятам врагов, быстро, как бегущие молнии, как грядущая судьба, а у тех несчастных спереди оказалась река Итиль, а сзади губительный меч. Немногим удалось легко выбраться из этого омута бедствия. Жены, их дети, имущество и снаряжение все попали в руки победоносного войска. Тимур-завоеватель же благополучно двинулся вслед своим войскам, ушедшим в погоню за неприятелем, прибыл к берегу Итиля, и равнина Уртупе стала местом лагеря султана. В этом очаровательном месте он среди удовольствий и счастливой жизни провел 26 дней. После переправы Волги Туктамыш должен был оставить серьезную охрану возможных мест переправ на Волге и прежде всего там, где он сам переправился, и собирать новые войска. Возможно, сам хан ушел в северном направлении, в лесные массивы, и оттуда уже собрал войско свое и призвал на помощь народ свой, который помог ему. Туктамыш очень энергично принялся за наказание предателей, которые отправились в пограничные области и утвердились там. Уже к началу 795 года, соответствующие 92-му, началу 93-му году, их казнили так, что опять не будут пакостить. Туктамыш убил и одного из главных предателей Бекбулата, который покинул хана во время битвы и напал на столицу. К лету 1392 года Туктамыш полностью восстановил свою власть в Золотой Орде и приступил к созданию антитимуровской коалиции из ведущих мусульманских держав. Битва 1391 года для Тимура и для противника Туктамыша закончилась безрезультатно. Поэтому через несколько лет Тимуру понадобилось новое вторжение на территорию Золотой Орды. Спасибо за внимание.